День за днем корреспонденты нашего канала следят за событиями в республике и за ее пределами. О самых главных из них расскажем в ближайший час. Вы смотрите итоговую программу «Якутия. День за днем». Меня зовут Иван Лазаренко, и вот о чем мы поговорим сегодня. Коронавирус в Якутии подтвержден. Положительный результат показали анализы у 7 человек. У нас в республике остается 7 больных с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Все они находятся в стационаре, проводится лечение. Состояние у всех удовлетворительное, заметное даже по некоторым есть уже улучшение. Гречка мешками, тушенка коробками. Наблюдается ли дефицит продуктов в связи с ажиотажем и паническими настроениями жителей, сметающих с полок магазинов все подряд? Вот сейчас склад полупустой, но это запланированное, потому как который товар придет, вагон, его надо куда-то выгружать. Массовый отказ от поездок и возврат билетов. Некоторые авиакомпании отказываются возвращать деньги. В ситуации разбирались наши корреспонденты. Боялись, когда вот коронавирус уже начался, да, и вы консультировались, но Москва нас успокаивала, говорили, там у нас ничего такого нету режима, приезжайте, приезжайте. Работа на дому. Организации и предприятия республики переходят на удаленный режим работы, а школьники и студенты на дистанционное обучение. Не видно, сколько человек сидел времени в данной программе, сколько минут он делал задания. Бесплатно, а главное безопасно посетить музей или посмотреть спектакль. Доступ к объектам культуры появился у любого желающего. К сожалению, наша республика внесла свою лепту в статистику заболевших коронавирусом, добавив туда 7 человек. Именно у стольки людей результаты на новый вирус дали положительные результаты и были подтверждены лабораторными исследованиями. Самые последние данные о ситуации в регионе озвучил глава республики Найсен Николаев на прошедшем брифинге. Хочу сказать, что те анализы, которые проводились и вчера, и проводятся сегодня, они пока все отрицательные. Это хорошая новость. Установлен полностью круг тех лиц, которые контактировали со всеми 7 болевшими, и сейчас проводится уже их обследование. Часть из них изолирована в обсерватории, часть находится на самоизоляции. И, в принципе, здесь мы проблем не видим, потому что люди уже, после всех событий, которые были последние дни, достаточно уже проявляют понимание ситуации, не скрываются. Конечно, бывают случаи, когда и были пару дней назад попытки еще скрыться и так далее, но с помощью органов внутренних дел все эти граждане были задержаны и доставлены в обсерватор. Хочу также подчеркнуть, что особое внимание мы сейчас уделяем выявлению тех лиц, которые приезжают к нам из-за границы. Это не только иностранцы, но в первую очередь граждане Якутии, которые находились за границей. Вот сегодня могу такую статистику сказать, что прилетело к нам в аэропорт Якутск 991 человек. Из них выявлено 54 человека, которые сейчас подлежат самоизоляции в силу того, что они из-за границы прилетели менее чем 2 недели назад. И вот этим всем 54 вручены уже требования по самоизоляции. Часть уже, которые иностранные граждане, они уже доставлены в обсерватор. Причем беда пришла совсем откуда не ждали. Несмотря на близость Китая и учитывая, что Юго-Восточная Азия – это излюбленное место для отдыха якутян, вирус добрался к нам из Европы. Напомню, первым подозреваемым в заболевании коронавирусом стал генеральный директор компании «Ятек», прилетевший из Швейцарии. В настоящее время он, как и остальные заболевшие, госпитализирован, находится в полной изоляции и проходит необходимый курс лечения. Выполнение всех мер, которые рекомендует Минздрав и Роспотребнадзор, очень важно для того, чтобы не допустить распространения заболевания. Могу сказать, что в основном опасения, конечно, должны быть по поводу пожилых, взрослых людей, которые, по информации, для которых это может протекать тяжело. Со своей стороны, компания полностью выполняет все требования. И, соответственно, я не думаю, что каким-то образом будет распространение заболевания.
Несмотря на то, что все случаи заболевания выявлены в столице региона, по всей республике ведется активная работа по подготовке к возможным случаям заражения. Муниципальные власти находятся в режиме готовности. Как сообщила вице-премьер республики Ольга Балабкина, везде по районам заканчивается создание обсерваторов, обучение наших медицинских работников и проверка функционирования медоборудования. Она также напомнила, что на данный момент в районах республики не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом. На настоящий момент непосредственно медицинские организации Республики Саха-Якутия, в городе Якутске это инфекционная больница, это медики в обсерваторе вместе с санитарными врачами оказывают медицинскую помощь тем лицам, которые заболели коронавирусом, и, соответственно, оказывают медицинскую помощь в обсерватории, значит, находятся под медицинским наблюдением те граждане, которые сегодня являются контактными для заболевших наших граждан. Также медицинские работники работают и с, значит, гражданами, которые находятся на самоизоляции, для которых определены подобного рода режимы. В том числе в Алекминске тоже обсудили вопрос размещения людей на случай обнаружения у них COVID-19. Где организует местный обсерватор, узнаем у Елены Фаст. На этот день в Алекминском районе конкретно определены места, где разместятся обсерватор и госпиталь. Понятно, что найти помещение, соответствующее требованиям, было достаточно сложно. Тем не менее, на заседании оперативного штаба такой вариант изыскали. В здании студенческого общежития подготовила 2 этажа под размещение, под обсервацию. Да? И на сегодняшний день готово 40 комнат, это на 84 места. Мы готовы принять с сегодняшнего дня. Госпиталь решено разместить в детском отделении, которое в эти дни переехало в здание реабилитационного центра. Здание под обсерватор выделит Алекминский техникум. Это общежитие, где ранее проживали студенты. Мы перешли на дистанционное обучение, переходим. С ближайших районов, с ближайших населенных пунктов нашего района все отправлены домой. Получены задания, все провели кураторские часы среди студентов, разъяснительную работу со студентами и с родителями. Предварительно на места размещения выезжали члены оперативного штаба, чтобы на месте определить, как организовать работу в режиме уже медицинских учреждений. Медицинский персонал Алекминской районной больницы также находится в режиме повышенной готовности. На сегодня решены вопросы по госпиталю и по обсерватории. Также имеется помещение для изолятора при выявлении пациента с коронавирусом. Обсерватория у нас развернут будет максимально до 100 коек. Вопросы питания, содержания, значит, на уровне администрации района решаются оперативным штабом. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Еще раз хочется отметить, что очень важным моментом в сложившейся ситуации является, безусловно, так называемая самоизоляция. Особенно это касается тех, кто в последние 2 недели вернулся из-за рубежа с места отдыха, даже если на первый взгляд у человека нет абсолютно никаких симптомов. Но большой риск был при перелете, потому что в самолете ты не знаешь, с кем ты окажешься на борту. И в Шереметьево, где тысячи и тысячи людей прилетают из разных стран, и все-таки 2 перелета, стоит предпринять все возможные средства для предосторожности. И нас здесь на выходе из багажного отдела встретили сотрудники полиции и сотрудники Роспотребнадзора, которые спрашивали, были ли мы в ближайшие 2 недели где-нибудь за границей. Мы сказали, что мы были в Швеции, и там на месте нам предложили сдать анализы, экспресс-тест на наличие коронавируса. Пока ждем результаты еще не объявили, но решили самоизолироваться на ближайшие 2 недели до 1 апреля, так как все-таки это необходимо. Риск заражения, пока мы летели, все-таки был. И будем надеяться, что все обойдется, но все-таки не стоит рисковать здоровьем и жизнями своих близких. У всех у нас есть мамы, папы, бабушки, дедушки. Все мы дорожим
друг другом. Есть очень много людей с пониженным иммунитетом, для которых эта болезнь может оказаться очень и очень сложным испытанием, вплоть до летального исхода. Поэтому я хотела бы призвать всех своих соотечественников, якутян, чтобы были честными с собой, с остальными и чувствовали ответственность. И 2 недели — это, в принципе, не такой уже большой срок, который можно заполнить полезными вещами. Прочитать книгу, посмотреть фильмы, заняться йогой, спортом или самообразованием. И всем успехов и здоровья! Также в складывающейся ситуации особое внимание глава региона Айсен Николаев обратил на то, что жителям не нужно поддаваться ажиотажу и панике и начинать массово закупать продукты и предметы личной гигиены. Ситуация с товарообеспечением находится на полном контроле, запасов хватит на длительное время. По снабжению продовольственными товарами, еще раз подчеркну, в республике все спокойно. У нас по некоторым позициям до года есть запасы, но по некоторым не менее 2 месяцев. Поэтому здесь, уверен, все под контролем. Еще раз прошу жителей республики без необходимости не посещать общественные места, особенно торговые центры, следить за своим здоровьем, здоровьем родных и близких, особенно беречь пожилых людей, потому что, к сожалению, эта болезнь, особенности тяжело проходит именно для пожилого населения. Из-за угрозы коронавируса все больше компаний отказываются от офисной работы. Тем временем работники ресурсоснабжающих предприятий трудятся еще больше. Но владельцы магазинов, оптовых баз просят жителей республики не беспокоиться по поводу продуктов питания. Запасов хватит до лета. Якутский хлебокомбинат и Якутская птицефабрика выпускают продукцию в полном объеме. Подробнее в нашем следующем материале. Хлеба хватит на всех. 20 тонн хлеба и 1,5 тонны кондитерских изделий в день выпускает Якутский хлебокомбинат. Предприятие работает в штатном режиме и отгружает продукцию согласно графику. Покупатели есть оптовые, физлица обычные приходят. Как в обычные дни, все идет в таком же в ритме, как в обычном режиме идет. Ничего не меняется. Единственное, что изменилось – меры по санитарным нормам и качеству продукции. Их усилили. Весь производственный процесс находится под контролем лаборатории. Необходимым сырьем обеспечены на 4 месяца. Мы рассчитывали, естественно, там на менее количество месяцев по достаточности, по обеспеченности сырьем. Сейчас мы это усиливаем и с понедельника будем уже завозить сырье на оставшиеся, на второе полугодие. В штатном режиме работает и Якутская птицефабрика. Ежедневно производят порядка 160 тысяч яиц. Начали переброску птицы молодняка в промышленный цех. Не ожидают увеличения объемов до 220 тысяч яиц в день. В убойном цехе имеются и запасы мяса – 90 тонн. Сегодня буквально последний день забоя по технологической карте одного цеха, и начнется переработка мяса. Сейчас мы начнем контрактацию на поставку сырья на второе полугодие, поэтому обеспеченность сырьем есть производство. Также я хочу отметить, что мы, начиная с прошлого года, поставляем суточных цыплят для других птицефабрик нашей республики. И 8 апреля мы отгрузим суточных цыплят для Мирнинской птицефабрики. Диетические мытые яйца каждый понедельник и вторник поставляют в детские сады. А чтобы попасть на прилавок, яйцо проходит сортировку. Покупатель – это первый человек, который дотрагивается до яйца. На экране мы видим, как из промышленного цеха, где непосредственно находятся птицы, яйцо поступает в конвейер и идет сюда, в цех сортировки. И всю работу здесь выполняет машина. Работники следят за целостностью и чистотой яйца. В целом, сырья для производства продуктов питания в республике достаточно. Если возникнет необходимость, предприятия готовы увеличить объем производства некоторых видов продукции. Вообще небольшие очереди в оптовых базах, полупустые полки – повседневная картина в это время года. Конец зимнего периода, и люди закупаются продуктами питания, чтобы переждать межсезонье. А оптовики пытаются разгрузить свои склады для принятия новых продуктов питания. Вот сейчас склад полупустой, но это запланированное, потому как который товар придет, вагон, его надо куда-то выгружать. И в это время, на этот период мы всегда планируем, чтобы распродать товар для того, чтобы загрузить побольше товара. То есть вот
Буквально через 2 недели этот склад будет забит полностью. В городских же супермаркетах и продуктовых магазинах прилавки забиты продуктами. Пустых и полупустых нету. Не паникуем и не будем. Об этом также говорят и сами жители и гости столицы. Паники нет. Я заехал, просто дома кончаются продукты. Заехал из-за этого взять продукты. И все. Не надо вот сюда этот негатив. Поэтому никогда даже в мыслях хожу, как хожу, работаю, как работаю, живем, как живем. Дома тоже так же. Ажиотажа такого нету, паники у нас. Как обычно. Добрый день, я никакой паники не вижу. Все в обычном режиме. В части обеспеченности продуктами первой необходимости, в том числе продовольственными продуктами и непродовольственными продуктами, у нас в республике ситуация стабильная. На складах и полках магазинов обеспеченность имеется. Запасы, по нашим подсчетам, обеспечены до 2-месячного срока. Продуктами обеспечены отдаленные северные и арктические районы Якутии. На сегодня плановый завоз необходимых продуктов составил 98%. Осталось лишь завести 2%. Это около 160 тонн, которые будут доставлены уже в ближайшие дни. Саргалана Федорова, Дмитрий Тымыров, Семен Семенов и Григорий Николаев. Якутия. День за днем. Ну а сейчас мы ненадолго прервемся. Смотрите в продолжении программы. Массовый отказ от поездок и возврат билетов. Некоторые авиакомпании отказываются возвращать деньги. Роспотребнадзор начал испытание вакцины против коронавируса. Мы продолжаем. Якутяне стали массово отказываться от авиабилетов и турпутевок после того, как страны стали закрывать свои границы для приезжих. Между тем, отказы стали поступать и на перелеты между городами России. Люди не могут вернуть свои билеты. Федеральные авиаперевозчики отказываются их принимать, ссылаясь на то, что границы между городами России не закрыты. Ульяна Шагина подробнее. Мы сейчас находимся в одном из офисов авиакомпании S7, которая находится в столице республики. Как мы видим, здесь очень много народу, но говорят, что вчера было еще больше. Люди пытаются вернуть свои билеты, причем не только в те страны, где сейчас закрыта граница, но и внутри страны. Допустим, на Москву сегодня, как объяснили нам на авиакассе, билеты не возвращаются. Вернуть хотим. Ждем. У вас куда? Москву. На Москву. Какого числа у вас было? 26-го. Ну, вы обращались уже, что Не, вот жду очередь. Я где-то потратила 22. У меня должен был лететь ребенок в Питер. А сейчас я не хочу выпускать. И был указ Айсы Николаевны, что детей не выпускают из республики. Я не знаю, возвратят нет. Из-за нежелания принять всех или от большого количества обращений сегодня в одном из офисов полетела система. Единственный на всю толпу кассир просто физически не успевает всех принимать. Вчера возвращали, сегодня у нас сбой системы. У нас система не работает. Система, но сбой системы у нас. Да. Это из-за чего? Из-за того, что много обращений или как? Ну да, народу много у нас. Людмила Николаева приобрела билеты из Якутска до Санкт-Петербурга и обратно заранее у двух разных федеральных авиакомпаний. Нордвинд уже удержал 50% от стоимости билета до Санкт-Петербурга. Теперь надежда только на S7, у которой Людмила купила билет на обратный путь. Мы, да, с процентами нам отдали. А сколько взяли процентов? Ну, 50%, да. Потеряли, конечно. По такой же схеме приобрел билеты целый класс, в котором учится ребенок Людмилы. Помимо билетов они еще и приобрели турпутевку до Москвы, где дети должны были отдохнуть во время каникулов. Если бы в Москве не вышел указ мэра Собянина о закрытии всех развлекательных мероприятий. Боялись, когда вот коронавирус уже начался, да, и вы консультировались, но Москва нас успокаивала, говорили, там у нас ничего такого нету режима, приезжайте, приезжайте. Действительно, коронавирус изменил планы многих. Никто из родителей и не подозревал, покупая билет, что потеряет круглую сумму денег. Заявление турагентству Old City Travel написано неделю назад. Сроки вылета давно уже истекли, но до сих пор ответа не последовало. Объясняется все просто. Все услуги проплачены, получается, гостиницам, все экскурсии, все услуги, там, заказов. Ну, пусть не воспользовались. Ну и сейчас туроператор, я сам же не решаю. Я тут только турагент, получается, мы турагенты, а
встречающая сторона, там туроператор Москвы. S7 сегодня производит возврат даже невозвратных билетов, но это касается только тех стран, границы которых закрыты из-за пандемии. А вот тем, кто хотел осуществить полет в регион России и передумал из-за коронавируса, придется понервничать. На Москву? На Москву не возвращаем. Сейчас у нас рейсы выполняются по расписанию. Добровольный возврат со штрафами. А штрафы какие? Ну, у нас разные по тарифам. 2000. 2000 штрафа, да? 4000. Не идут на контакт со своими клиентами турагентства. Офисы пусты, сами работники покидают рабочие места. Туристы остаются на руках с выкупленными турпакетами. Вот сейчас никого тоже нет. А звонили им на телефон? Нет. Нет, они не берут. Телефон не берут. Разводит руками и региональное агентство воздушных сообщений. Они также действуют по условиям федерального авиаперевозчика. Обращений очень много, но на данный момент перевозчики не установили никаких ограничений, отмен рейсов. Поэтому все возвраты производятся добровольные по правилам применения тарифа, установленного авиаперевозчиком. С региональными авиаперевозчиками проблем уже нет. По распоряжению главы региона они уже начали возвращать деньги за неиспользованные билеты в полном объеме. Невозвратные, субсидированные, все билеты, которые пассажир желает сдать. Но этот период ограничен у нас с 18 марта по 31 мая. За эти дни билеты сдали уже более 3000 якутян на сумму более 33 миллионов рублей. Что касается федеральных авиакомпаний, правительство республики сейчас ведет переговоры с ними, чтобы возвраты билетов осуществлялись без каких-либо санкций. Предлагаемая ими, непосредственно схема, по которой билеты возвращаются независимо от их статуса, но со штрафом. Сегодня непосредственно является схемой, которая ими предложена. Мы дальше ведем переговоры и ставим вопрос о том, чтобы все-таки штраф с людей не брали. Но не все якутяне сегодня пытаются вернуть билеты. Кто-то и вовсе, не придя к согласию с авиакомпаниями, на свой страх и риск вылетает в запланированный город. В основном летают в межроссийские города. Причем такая проблема сложилась не только в Якутии, но и в других регионах. Ульяна Шагина, Павел Пахомов, Якутия. День за днем. На сегодняшний день по статистике коронавируса в России наблюдается увеличение количества зараженных на 45 человек. По данным на 5 утра субботы по московскому времени, в России подтверждены 255 случаев заболевания. Выздоровели 15 человек. Если говорить о ситуации в мире, то количество заболевших составляет 274 707 человек, увеличиваясь в среднем на 1000 в час. В то время как в городе Ухань, где началась вспышка коронавирусной инфекции, за последний день не выявлено ни одного случая заражения вирусом. Тем временем Роспотребнадзор начал испытание вакцины против COVID-19. Эксперты создали вакцины на основе широко применяемых рекомбинантных вирусных векторов гриппа. В самые сжатые сроки разработаны прототипы вакцин, основанные на 6 различных технологических платформах, говорится в сообщении. В ведомстве уточняют, что испытания призваны определить наиболее эффективную дозу, кратность и способ применения вакцины. Мобильный комплекс новой инфекционной больницы из быстро возводимых конструкций, которые строят в рамках режима повышенной готовности из-за распространения коронавируса, построят в Новой Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, новый корпус станет дополнением стационаров, коммунарки и инфекционной больницы номер 1, где проходит карантин в связи с коронавирусом. Новая больница будет рассчитана на 500 человек. Почти половина мест в ней будут отданы реанимационному отделению. Все койки можно будет подключить к аппаратам искусственной вентиляции легких и экстракорпоральной мембранной оксигенации, которые позволят снабжать кислородом кровь пациентов в случае плохой работы легких пациентов. Эти аппараты необходимы для пациентов, у которых COVID-19 вызвал тяжелую пневмонию, сопровождающуюся дыхательной недостаточностью. Ну а как повлиял коронавирус на жизнь москвичей, узнаем из материала Максима Кардозу. Александра Ипатова с дочкой вот уже 2 недели путешествует по стране. Сейчас остановка в Москве, дальше Сочи. Новость про эпидемию коронавируса застала ее в дороге, но планов на отпуск никто менять не стал. Есть, конечно, некая паника внутренняя, но она не сильная, потому что, видимых больных вокруг нет. Поэтому мы пока сохраняем спокойствие. Гречку не скупаем, бумагу тоже. Все у нас хорошо.
Правда, Александра – исключение. В начале недели полки крупнейших продуктовых магазинов столицы опустели, а небывалый ажиотаж вокруг туалетной бумаги вообще стал главным источником для шуток в сети. Мой совет, я бы посоветовал людям там вместо туалетной бумаги там просто помывать, как в Индии, в Азии, да? Опустели не только прилавки, но и главные туристические точки притяжения Москвы. Это ГУМ, легендарный магазин на Красной площади. Обычно здесь настоящее столпотворение. Туристы стоят в очереди за знаменитым мороженым. Также они любят гулять по ажурным мостикам и фотографироваться у фонтана. Но сегодня здесь немноголюдно. А это нулевой километр при входе на Красную площадь. И вообще очень странно видеть это место пустым. Обычно здесь собирается толпа, люди встают в очередь для того, чтобы попасть в центр и загадать желание, бросить монетку при этом. Вот никого нет. Наверное, первыми в Москве последствия от вспышки коронавируса почувствовали именно рестораторы и ательеры в хостеле, в котором обычно любят останавливаться якутяне. Затишье. Гостей стало намного меньше. Весь месяц практически у нас очень мало гостей. Если приезжают, то только как бы на 1-2 дня. И намного меньше, намного меньше. То есть где-то 70% просто нету людей. Хотелось бы, конечно, чтобы люди не паниковали. В Москве на этой неделе запретили проводить массовые мероприятия. Закрылись театры и музеи. Школьники готовятся к дистанционному обучению. Аюна учится в 3 классе, Айна в садике 5 лет. Если родители работают, не с кем оставить ребенка, то в школах и в садиках организуются дежурные группы до 12 человек. Детям будут каждое утро измерять температуру, класс будет дезинфицировать. Изъявили желание попасть в эту группу 5 детей. В основном все боятся и сидят дома. А студенты столичных вузов после технических каникул тоже переходят в онлайн. Со вчерашнего дня весь университет перешел на дистанционное обучение, но никто из студентов и даже из руководства не знают, как именно это будет происходить и будет ли семестр продлен или нет. Но факт того, что весь университет переведен, да, он существует. В понедельник у нас все-таки будет экзамен, но что дальше, пока неизвестно, и эта неизвестность действительно пугает. Многие мои друзья, знакомые все-таки решили улететь в Якутск, потому что на родине все-таки спокойнее. Это и понятно. Общежития считаются особой зоной риска для распространения вируса. И вузы сами советуют учащимся переждать эпидемию дома. Но у многих студентов просто нет денег, чтобы купить билет на самолет. Мы сейчас списки будем делать. Значит, кто хотел бы поехать в Якутск, конечно, обратимся к нашей авиакомпании Якутия, посмотрим, какой список, и обязательно будем содействовать тому, чтобы те желающие студенты, которые будут вылетать, улетели домой, учились дистанционно до особых распоряжений, которые будут дальше поступать. Каждый день люди будто с полей сражений ждут обновленные сводки о ситуации с коронавирусом в стране. Тут есть и приятные новости. Все больше выздоровевших людей выписывают из больниц. Также диагноз не подтверждается у сотен, кто был под подозрением. А блогеры записывают бодрые скетчи, как не заскучать на карантине. Например, можно устроить импровизированный спортзал прямо в ванне. Главное – не поддаваться панике. Максим Кардозу, Асена Бурнашова, Виктор Олесов. День за днем. Москва. Сейчас мы снова ненадолго прервемся и вот о чем расскажем в продолжении программы. В Якутске проводится усиленная работа по дезинфекции общественных мест и подъездов многоквартирных домов. Все больше организаций республики переходят на удаленный режим работы, а студенты и школьники на дистанционное обучение. Мы продолжаем. В рамках мероприятий по противодействию распространению вирусных инфекций в Якутске проводится усиленная работа по дезинфекции в общественных местах и подъездах домов. Наша съемочная группа ознакомилась с предпринимаемыми мерами, посетив места массового скопления людей и многоквартирные дома. Подробности в материале нашего корреспондента Юрия Осипова.
Пассажиры рейса Саккырыр-Якутск проходят через зону прилета. Сразу после этого проводится дезинфекция. Если раньше уборка проводилась каждые 3 часа, то теперь ее проводят после каждого рейса. В аэропорту Якутск усилен режим уборки. Увеличена частота санитарной обработки стоек регистрации, касс, зоны досмотра, офисных помещений, телетрапов. Подрядная организация, занимающаяся уборкой в аэропорту, проводит дезинфицирующую уборку после каждого вылета и прилета. Работники аэропорта Якутск проинформированы о мерах профилактики распространения коронавируса и используют в работе защитные маски и перчатки. По предписанию Роспотребнадзора все водители маршрутных автобусов проводят дезинфекционную уборку. У них также повысилась частота. Еще в начале недели они проводили обработку несколько раз в день. Сейчас она проводится после каждого рейса. После каждого рейса мы обрабатываем поручни, сиденья специальным хлоросодержащим средством. Вечером обязательно полностью полы моем, сиденья, все протираем полностью. Руководство городского маршрута номер 17 заранее закупило специализированное дезинфицирующее средство диохлор. На одну уборку требуется 1 таблетка. По их словам, одной упаковки хватает надолго. Предпринимая меры, я считаю, очень даже целесообразным, чтобы не распространял дальше, чтобы пассажиры должны быть все не должны беспокоиться, автобусы все дезинфицируются. Как нам сообщили, до начала пандемии в подъезде убирались 4 раза в месяц. Сейчас уборка производится дважды в день. Все тщательно протирается и дезинфицируется антибактериальными средствами. С 9 по 1 этаж все перила, все подоконники, все ручки дверей, даже выключатели. Это переключатели света. Усиленные меры по дезинфекции подъездов жилых домов в Якутске начались с прошлого месяца. Теперь вместо сухой уборки проводится только влажная. Многие управляющие компании усилили работу в своих участках неделю назад. Работников обеспечили медицинскими масками и антибактериальными средствами. По словам компаний, дезсредств хватит примерно на 2 месяца. Каждые 2 часа, наверное. Да. А до этого как было? По понедельникам и четвергам. Ой, ни разу не помыли, если честно. Ни разу не видела. Каждый день моют. Пока не видела. По Лермонтова 117. Профилактические мероприятия в Якутске проводятся в целях централизованной борьбы с возможным распространением коронавируса в рамках комплекса мероприятий по организации безопасного пребывания горожан в местах общего пользования. Юрий Осипов, Елизавета Васильева, Джилустан Иннокентьев, Якутия. День за днем. Тем временем педагоги в Якутии начинают онлайн-курсы, обучающие, как вести уроки и занятия дистанционным методом. Такие занятия проводит Институт развития образования и повышения квалификации учителей. Уже изъявили желание участвовать более 6 тысяч учителей. Больше всего заявок поступило из Мирного, Якутска, Мегино-Кангаласского и Горного Улусов. Сейчас есть различные методы дистанционного образования. Например, для проведения онлайн-уроков учащимся начальных классов более подходит цифровой ресурс Яндекс.Учебники, а для подготовки старшеклассников к контрольным заданиям эффективна платформа uchi.ru. Также учителям рекомендуют организовать онлайн-школы. Вся эта методология состоит в том, чтобы был какой-то цифровой образовательный ресурс. Да? И, конечно, цифровых образовательных ресурсов в нашей Российской Федерации их очень много на самом-то деле. Ну, не так много, но их достаточно. Конечно, наибольшим спросом среди учителей Российской Федерации пользуются такие цифровые ресурсы, как uchi.ru, Яндекс.Учебник, Московская электронная школа. Но и также можно вести онлайн-обучение через сетевой город. Ну а студенты Северо-Восточного федерального университета продолжают находиться на дистанционном обучении. Напомню, Миноборнауки России рекомендовал вузам организовать обучение студентов с использованием цифровых технологий вне учебных корпусов. Теперь студенты обучаются, находясь в общежитиях или у себя дома с помощью интернета. Из 5500 проживающих в общежитиях университета студентов минувшую неделю там провели лишь 2800 человек. Остальные разъехались по районам и родственникам. Молодые люди обучаются в основном через Skype, либо программу «Модул».
хороший опыт в работе с программой Moodle, а мы с 2006 года на этой программе работаем. Мы полностью смогли перевести весь учебный процесс в онлайн-режим. Конечно, более 10,5 тысяч предметов вместе с учебными программами и так далее, лекциями уже у нас там имеется. И это, в принципе, позволяет по всем предметам проводить нам онлайн занятия. Ну а что значит учиться на расстоянии для студентов Мирнинского политехнического института, узнавала Марфирина Алексеева. Многие студенты дистанционное обучение восприняли как каникулы, однако на деле все оказалось намного трудозатратней. Преподаватели загружают весь практический и лекционный материал в платформу Moodle. Лекция доступна студентам строго по расписанию во время пары. Затем учащиеся выполняют задание, фотографируют его и загружают на платформу. Мне видно, сколько человек сидел времени в данной программе, сколько минут он делал задания. С этим курсом у меня 22 человека в группе, из них 2 человека сидели там всего 3 минуты. То есть они, получается, не читали лекцию, они просто пролистали, к ним будет там другой уже разговор. То есть хитрить там уже бесполезно. И, естественно, кто не заходит, нас автоматически ставят оценки. Обычное обучение лучше. То есть преподаватель объясняет, доводит студента до ума. А тут дистанционное обучение, ты сам должен во все вникать. Проводятся и пары физкультуры. Студент выполняет упражнения, записывает процесс на видео и также загружает на платформу. Способ работы через сервер студентам хорошо знаком. Многие использовали его, когда не могли присутствовать на паре или находились на индивидуальном графике обучения. Самое удобное в сервере то, что для онлайн-присутствия совсем не обязательно иметь компьютер. Доступ получить можно с любого устройства, даже мобильного. Причем на платформе Android даже есть специальная программа, можно скачать приложение для более удобного доступа. Moodle, так и называется. Посещение института не запрещается. Студенты могут свободно заниматься в библиотеке или компьютерном зале. При входе в учебное заведение всех дезинфицируют и проводят замеры температуры тела. Марфирина Алексеева, Артем Алексеев, Мирный. Как обезопасить свое здоровье в период подъема заболеваемости ОРВИ и пандемии коронавируса? Каков алгоритм действий в случае возникновения признаков болезни? Накануне мы беседовали с главным инфекционистом Министерства здравоохранения Республики Снежаной Слепцовой. И вот какие профессиональные рекомендации нам удалось получить. Новая инфекция, вызванная коронавирусом COVID-2019, как мы сейчас говорим, имеет очень схожую симптоматику с гриппом. В первую очередь повышается температура. Это примерно 80-90% заболевших жалуются на повышение температуры. Это может быть кашель, кашель чаще сухой или очень со скудной мокротой, общее недомогание. И в тяжелых случаях может присоединиться пневмония с дыхательной недостаточностью. Здесь надо отметить, что все-таки у большинства больных коронавирусная инфекция протекает по типу ОРВИ легкого течения. Но у нас существуют определенные группы риска, так же, как и при гриппе. Это лица старше 65 лет, это те люди, которые имеют какие-то хронические заболевания бронхолегочные, сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет или длительные какие-то иммунодефицитные состояния. Вот у этой категории лиц как раз может развиться тяжелое течение заболевания. Поэтому в профилактических мероприятиях мы, конечно, основной упор делаем на эту категорию. В инкубационном периоде нет никаких симптомов. Этот период при данной инфекции длится от 2 до 14 дней. И поэтому все профилактические мероприятия, карантин накладывается именно на этот период, 14 дней. В этот период человек не имеет никаких клинических проявлений, но он может являться источником инфекции. Если есть симптомы ОРВИ, лучше, конечно, в любом случае самоизолироваться, сообщить об этом по месту работы, медицинскую организацию, которой вы территориально прикреплены, и, обязательно выяснить, надо у человека, ездил ли он на те территории, где имеется случай заболевания коронавирусной инфекцией, или имел контакты с больным. Только в таком случае мы можем думать, что, возможно, здесь есть, в общем-то, подозрение на эту инфекцию. Но если это типично ОРВИ, все равно человек сидит дома,
на охранительном режиме и принимает стандартную противовирусную терапию, рекомендованную доктором. Если все-таки есть угроза возникновения каких-то осложнений по типу одышки, угроза развития пневмонии, да, то, конечно, обязательно надо обратиться к доктору в медицинскую организацию. И прежде всего надо помнить, что мы ежегодно сталкиваемся с сезонным подъемом острых вирусных заболеваний, гриппа. Коронавирусная инфекция, она тоже относится к разряду этих вирусных инфекций. Действительно, 80% протекает в легкой форме. Но риски, значит, тяжелых осложнений увеличиваются с увеличением возраста человека. Поэтому наша первоочередная задача – защитить вот наши группы риска. Это зависит от каждого из нас. Если мы живем в семьях, значит, мы тоже должны беречь себя, чтобы не допустить вот эту инфекцию там, где у нас есть пожилые родители или лица, которые имеют вот какие-то хронические заболевания. Это главное. И, конечно, надо помнить, что любая паника, вот, тревожность населения, она к чему хорошему не приводит. Надо сохранять спокойствие. И нагрузка повышенная на медицинские организации, иногда она даже может быть необоснованной. Да? Поэтому все в пределах разумного. Беречь себя, беречь своих окружающих, но в то же время не терять бдительность. Сейчас мы снова ненадолго прервемся. Смотрите в продолжении программы. Вынужденная изоляция. Наши коллеги в Нерюнгри познакомились с человеком, который уже 4 года не выходит на улицу. Где побывать и что посмотреть во время карантина, не выходя из дома? Делимся секретами. Мы продолжаем программу. В Нерюнгри живет инвалид первой группы, который на протяжении последних 4 лет не выходил на улицу, не дышал свежим воздухом. Причина – ампутация ног и квартира на 4-м этаже. Наши коллеги узнали о нем, проводя опрос жильцов дома. За одной из дверей и оказался герой сегодняшнего сюжета. Александр Иванович всю жизнь проработал водителем-дальнобойщиком. Оставшись без ног из-за атеросклероза, он оказался заперт в 4 стенах. Несмотря на все трудности, с которыми пришлось столкнуться, Александр Иванович остался интеллигентным и приветливым человеком. Дома у него чистота, порядок, себя обслуживает самостоятельно. Выносит мусор и ходит за продуктами его дочь. А так-то, в принципе, я все делаю. По хозяйству, пылесос, веник, все это. А то, что вот без улицы. Из общения с Александром Бенько стало понятно, унижаться и просить за себя человек не привык и не стал бы, если бы у него была хоть малейшая возможность иногда выходить на улицу, посидеть на лавочке, пообщаться с людьми. Как сравнивает он сам, даже в тюрьме есть прогулки. Последний раз я был на улице, это 2 года я на протезирование ездил, вот и все. Меня снесли, в машину посадили, в самолет, то, что я там 2 недели побыл. А так сюда хлоп и все. Кого грузчиков нанимать на полчаса, чтобы снесли. 1,5 года назад он обратился в социальную защиту. Там, в свою очередь, провели обследование и дали заключение. Жилое помещение и дом в целом не соответствуют нормам проживания инвалида-колясочника. Тогда Александр написал обращение в прокуратуру. Прокурору, пока он сам все это не глянул, вот только тогда меня поставили, признали малоимущим. Они меня не признавали малоимущим. Прокурор говорит, квадратура повысилась в цене, но я что вообще не в состоянии. Сложно не проникнуться историей героя нашего сюжета, ведь мало кто может даже представить, что значит хотя бы месяц не выходить из 4 стен. А тут целых 4 года. Поэтому мы решили взять под собственный контроль проблему инвалида и помочь улучшить качество его жизни. Как раз вот это все пошло. По первому обращению в получении жилья ему было отказано, так как Бенько не является малоимущим, не имеет раковых или туберкулезных заболеваний. Но после последующих обращений и проведения прокурорских проверок администрация города Нерюнгри пошла навстречу Александру и выдала перечень документов для постановки на очередь.
Но какая очередность, когда и от кого ждать ответ, мужчина пока не знает. Поэтому нам самим пришлось разузнать все детали. Уже действительно как малоимущий человек, гражданин, который, естественно, этими правами и обладает, как малоимущий, плюс ко всему он еще инвалид. Естественно, как инвалид, он имеет первоочередное получение жилого помещения для улучшения собственных жилищных условий. Поэтому в настоящее время городской администрации подыскивается помещение, которое удовлетворяло бы всем потребностям гражданина, который имеет такую степень инвалидности с таким заболеванием. Как нас уверила администрация города, в ближайшие пару месяцев, а то и раньше, для Александра будет найдена квартира со всеми необходимыми условиями для маломобильного человека. Это либо первый этаж, либо лифтовое обслуживание и, конечно же, подъездные пандусы. Мы будем следить за развитием событий. Александра Цыбикова, Захар Головин, Нерюнгри. Как раз для подобных, в том числе ситуаций, в Якутии начали работу волонтеры, помогающие пожилым и маломобильным группам населения, которые находятся дома в условиях вынужденной изоляции. Волонтеры помогут с покупкой продуктов и лекарств. Об этом сообщил председатель правительства республики Владимир Солодов. Обратиться за помощью легко. Любой пожилой человек может подать заявку в колл-центр по телефону. Номера вы видите сейчас на своих экранах. Также заявки и обращения будут поступать через медицинские учреждения. Подобные штабы открылись уже в 12 регионах России, и мы не стали исключением. Важно помнить, что в первую очередь это время взаимопомощи и ответственности, отметил премьер. А из-за возникшего дефицита медицинских масок в аптеках города столичное ателье «Силуэт» начало пошив многоразовых масок. Предприятие планирует за день выпускать по 1000 штук. Отмечу, цена на них немного выше, чем на одноразовые медицинские. Маска состоит из 4 слоев ткани, обязь ситцевой прокладкой будет многоразовой. Изделие рассчитано на неоднократную стирку и тщательное проглаживание. Помимо этого, еще 13 предпринимателей в столице республики готовы приступить к изготовлению подобных изделий. Но могу сказать, что если считать по работе, работа, конечно, она трудоемкая. Если считают люди, которые носят маски, что они одноразовые, это очень просто, ничего подобного. Чтобы нарезать мозоль, вот одеваем как бы перчатки. И, естественно, потом процесс уже будет быстрее идти, когда строчить их. И потом опять процесс замедлится, когда мы будем опять стачивать, то есть утюжить и вставлять резиночки. Процесс трудоемкий. Очень оперативно все разработали. Поэтому у нас очень много заказов. Ну как, люди идут, звонят, спрашивают, просят, заключают договора. На сегодня у нас и договора уже есть заключенные. И вчера было предложение на 30 тысяч. Сегодня к нам пришла организация 10 тысяч. Я, конечно, не могу, мы не можем так сказать, что да, мы вам, им, конечно, всем надо быстро. Но так быстро не получится, как люди хотят. Мы готовы в пределах, вот я говорю, 1000, ну не больше в день отшивать. И как нам стало известно, накануне в ряде населенных пунктов нашей республики жителями и общественниками организовано изготовление многоразовых масок для бесплатной передачи пенсионерам, многодетным семьям и малоимущим. Житель села Хатыстыр Алданского района Николай Ефремов, в прошлом оленевод, выйдя на пенсию, занялся изготовлением охотничьих лыж. Труд нелегкий, однако о работе Николай Тихонович рассказывает с удовольствием. Секретами и тонкостями лыжных дел мастер поделился с нашими корреспондентами. Утром у Николая Ефремова забот немало – почистить снег, приготовить обед, да и за работу. Николай Тихонович изготавливает охотничьи лыжи. За без малого 20 лет мастер сделал не 100 пар. И свои лыжи он всегда узнает. Много, наверное, слишком 100, наверное, 2 пары. Николай Ефремов в прошлом оленевод. В этом году отметит 80 лет. Вырос он в тайге. С малых лет обучился плотницкому мастерству. Когда вышел на пенсию, поселился в Хатыстыре. В молодости, да и в зрелости, вспоминает Николай Тихонович, за день он мог пройти на охотничьих лыжах не 1 десяток километров. Целый день, а он берестанем, хельдертен. Больше 80 верст сходил. Лыжи мастер изготавливает с учетом роста и веса охотника. Если в ширину лыжа составляет 22-23 сантиметра, то длина должна быть не ниже плеча и не выше макушки будущего владельца. Сам Николай Тихонович очень скучает по тайге. Здоровье уже не позволяет проводить в лесу много часов. Я скучаю,
без нога сейчас. Ненче только тайга не ходил. Выпилить, отшлифовать, отделать шкурой, установить крепление. В мастерстве изготовления лыж тонкостей масса. Конским волосом лыжи проклеиваются по всей площади. На одну пару лыжных дел мастер затрачивает несколько дней. Куда больше времени занимает подготовка дерева. Работу мастер начинает летом. Ель нужно просушить особым способом, чтобы придать будущим лыжам форму. Материал летом делаю. И зимой это шкуру клею. Жизнь в объятиях тайги едва ли предполагает широкие возможности для использования достижений цивилизации. Быт оленеводы организуют в основном собственными силами. Мастерством изготовления лыж Николай Тихонович овладел в детстве. Опыт перенимал у отца и друзей оленеводов. Она рассказывает, что мой отец научил его. Недавно услышала. Они-то в тайге с малых лет росли же, поэтому таежные утвари, это все они сами же делают. Лыжи, изготовленные Николаем Тихоновичем по секретам отцов и дедов, получаются прочными и ходкими. У оленеводов и охотников они пользуются спросом. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алданский район, село Хатыстыр. В связи со сложившейся эпидемической обстановкой закрыты все учреждения культуры. Музеи, театры и кинотеатры. В столице региона решением властей ограничено время работы увеселительных заведений. Теперь они должны закрываться уже в 11 часов вечера. Тем не менее, желающим культурно проводить свой досуг не стоит расстраиваться. Для всех желающих появилась уникальная возможность посетить множество заведений, не выходя из дома. Как, расскажет мой коллега Александр Хавренко. Кинотеатры, театры, музеи и другие заведения культуры в Якутске закрыты на карантин. Но это вовсе не означает, что культурная жизнь остановилась. Для того, чтобы приобщиться к прекрасному, не покидая пределов квартиры, достаточно иметь доступ в интернет. Министерство культуры Якутии открывает доступ к онлайн-просмотру спектаклей республиканских театров на своем официальном YouTube-канале. Официальный канал Министерства культуры Якутии. Все спектакли, представленные на канале, сняты в конце 2019 года в рамках национального проекта «Культура» для трансляции на телеканалах. Съемки осуществляла компания «Саха-фильм». А снятые спектакли были предложены самими театрами. Зрители смогут посмотреть следующие спектакли. «Капитанская дочка» Александра Сергеевича Пушкина от Государственного академического русского драматического театра имени Пушкина. «Король Лир» Уильяма Шекспира от Саха академического театра имени Платона Аюнского. Спектакль «Гулливер» Джонатана Свифта от театра кукол города Нерюнгри. «Воительница» Джерембына по мотивам Аланхо Прокопия Едрихинского, театр Аланхо. Спектакль «Камень» Мариуса фон Майенберга от Мирнинского театра. «Князь Игорь» опера в двух частях Александра Бородина от Государственного театра оперы и балета имени Дмитрия Сивцева Саурона Амалона. Балет «Спартак» на музыку Арама Хачатуряна в хореографии Юрия Григоровича представляет Государственный театр оперы и балета имени Дмитрия Сивцева Саурона Амалона. Нюрнбергский театр представляет спектакль «Марба». «Покуда жива любовь» Уильям Шекспир, театр юного зрителя. «Проклятое стойбище» Государственный театр коренных малочисленных народов Севера. Также можно посмотреть гала-концерт Республиканского театрального фестиваля «Желанный берег-2019». Помимо спектаклей на канале Министерства культуры Якутии будут доступны видеоматериалы телеканалов о работе учреждений культуры, интервью, мастер-классы. Загрузка видеоспектаклей начнется с 19 марта. Национальная библиотека Республики Саха-Якутия предлагает вашему вниманию тематические подборки для чтения дома. Открытый замочек рядом с изображением обложки означает, что читать книгу можно из любого места, где есть интернет. Нужно только авторизоваться и зарегистрироваться на сайте. Национальный художественный музей напоминает, что многие экспозиции и выставки доступны совершенно бесплатно в режиме онлайн. Не выходя из дома, вы сможете совершить виртуальный тур, познакомиться с работами из музейной коллекции, посмотреть интервью с художниками и многое-многое другое. Например, виртуальный тур по музею, онлайн-выставка «Героический эпос Аланхо в изобразительном искусстве Якутии», онлайн-выставка «Золотая коллекция. Русское искусство». Также действует онлайн-выставка «Помнить всех, помнить всегда», посвященная 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Онлайн-выставка «Песнь о Лене», а также персональные выставки Петра Романова, Семена Пестерева. Кроме того, интервью с художниками и специальные материалы доступны на YouTube-канале музея. Также виртуальные туры можно совершить по музею Хамуса, литературному музею
имени Аюнского в Якутске. Кроме того, доступны онлайн-туры по многим музеям республики. Полный список и ссылки смотрите на нашем официальном сайте yak24.ru. Также во время карантина можно виртуально посетить музеи не только за пределами республики, но даже за пределами страны. Например, совершить 5-часовое путешествие по Эрмитажу, снятое на iPhone 11 Pro одним дублем в разрешении 4К. Метрополитен Опера открывает бесплатную трансляцию оперы «Лучия де Ламенмур». Трансляция начнется 22 марта в 8:30 утра по местному времени и будет доступна в течение 20 часов. На следующий день в это же время начнется опера «Евгений Онегин» в главных партиях Рене Флеминг и Дмитрий Хворостовский. Венская опера также проводит бесплатные трансляции на период карантина. Трансляции будут идти каждый день, начало в 3 часа ночи, но доступны все спектакли будут в течение 72 часов. А благодаря проекту Гугла «Искусство и культура» можно приобщиться к прекрасному от музея Ван Гога в Амстердаме до музеев Ватикана и Сикстинской капеллы. На этом у меня все. Приятных вам просмотров. Вы смотрели программу «Якутия. День за днем». Именно такой увидели эту неделю мои коллеги. Корреспонденты канала «Якутия-24» продолжают следить за развитием событий. Для вас в студии работал Иван Лазаренко. До встречи в эфире.